Радхезерло табу хашасвар стахул ехепри хайшчарра айшкара азара избан абзар еха проблема халацужу бхезар алка алша ацбаша хаздеютха басгуянама. Уважаемые коллеги, собравшиеся в этом зале, члены Общественной палаты, сегодня мы обсуждаем политическую реформу, политической системы, реформу политической системы. Но Общественной палатой было инициировано 3 круглых стола. Одна тема, как вам известно, это социально-экономическое развитие нашей страны, вторая демография и третья политическая система. На мой взгляд, все эти 3 направления прямым образом взаимосвязаны. Без стабильной политической системы невозможно иметь социально-экономически развитое государство, потому что те же инвесторы или туристы, которые к нам приезжают, не будут здесь защищены, им будет сложно здесь реализовывать те или иные свои идеи вместе с нашей страной. Это вот первое, что хотелось бы сказать. Без социально-экономического крепкого состояния не может быть демографии крепкой. Тем более, что в сегодня в капиталистическом мире, где каждый шаг равен какому-то рублю. Нас Раб Талмай Чизеев слышал сразу того абсуа рацхрара ачем тхашер избанам зр абсуа ну это приоритетная для нас должна быть задача поддержка абхазов. Сегодняшнее обсуждение, причиной сегодняшнего обсуждения, наверное, в первую очередь является то, что, к сожалению, в течение последних 15 лет трижды происходит досрочное прекращение полномочий президента под давлением, наверное, уличных протестов. Система дает сбой, как нам кажется. Народных протестов, конечно. Система дает как будто бы сбой, если посмотреть со стороны. С другой стороны, это может тоже превратиться в систему, но я согласитесь со мной, что каждый из нас здесь недоволен такой именно сменой власти. Поэтому должны приходить на смену другие методы. Сменяемость власти в демократическом обществе – это нормальный признак, это хороший признак. Это, наверное, здоровый признак больше, чем негативный. Но это все должно происходить в рамках закона. Поэтому, наверное, есть необходимость прописать законное отречение от власти президента. Это тоже предмет для обсуждения. Но при всем при этом это надо максимально сбалансировать так, чтобы все акторы, участники, так возможного импичмента не могли влиять на президента, потому что им так хочется, и наоборот. Ну, то есть система сдержит и противовеса. Нас лишь вот в эти вышеназванные проблемы создают ситуацию, при которой мы вынуждены говорить о политических реформах, о реформах политической системы в первую очередь. На наш взгляд, необходимо аккуратно, что называется, без резких движений проводить эту реформу. Почему мы готовы, допустим, я обсуждал с коллегами по партии, обсуждать переход к смешанной системе? Так как политическая партия – это во всем мире институт, который готовит политиков, депутатов, чиновников и так далее. То есть, проходя этот институт, человек закаляться должен. Но при всем при этом, конечно, сегодняшнее состояние политических партий может становиться крепче и лучше, и над этим надо работать. Переход от мажоритарной системы как смешан это один из таких выходов, которые мы видим, дабы укрепить роль партии в системе страны. Потому что партия это все-таки политический институт в первую очередь. Сегодня, к сожалению, очень непопулярно вступать в партии. Почему? Потому что, наверное, необходимости нет у личности вступить в партию для того, чтобы самореализоваться. Вроде бы это и нет необходимости. А почему нет необходимости? Потому что партия сегодня системно не участвует в жизни государства. Если уже это предмет для разговоров, в каком количестве и так далее партия будет представлена в парламенте, это уже политически будет партию обременять и делать ее более ответственной. Вот мы говорили о том, что партии могут выдвигать депутатов, кандидатами в депутаты в парламент в любом округе, могут.
Но когда депутат парламента, кандидат в депутаты попадает в парламент, он обязан чем-нибудь этой партии? Давайте спросим. Какое системное взаимодействие между партией и тем депутатом, которого мы, как Арт Захара условно выдвинули, он выиграл выборы. Таковы, к счастью, есть в парламенте. Тоже остается вопросом. Может, внутрипартийная конкуренция будет качественно лучше влиять на систему. Потом мажоритарная система, это тоже мировая практика, как правило, приводит в большей части к конкуренции между двумя сильными партиями, двумя группами. Это примеры в Соединенных Штатах, так. И мне кажется, в нашем случае это тоже это близко к правде. Есть в основном две силы. Есть властность и оппозиция. Понятно, власть коалиционная, оппозиция тоже коалиционная. Но это основные две силы. А вот тут выше говорили, что есть мнение меньшинства общества, которые могут быть не представлены в парламенте. Хотя мы демократическое общество, мы должны учитывать мнение каждого. Но при всем при этом, да, прежде чем перейти, естественно, к системе смешанной, Министерства юстиции вместе со всеми органами государственной власти и всеми ветвями власти, и судебной, и законодательной, и, естественно, исполнительные совместно должны поработать над этим. Надо отбросить все политические разногласия. Мы же государство хотим построить в первую очередь. Когда речь идет о таких вещах, да, о концептуальных, о тех вещах, с которыми мы будем завтра жить, да, мы должны отбросить эти все политические разногласия. Хотя борьба политическая – это тоже признак здорового государства. Это тоже необходимо. Я заканчиваю, не знаю, может, специально выключить. Ну, честно скажу, что на данном этапе мы за сильную президентскую республику. В любом случае, сегодня, на наш взгляд, на данном историческом этапе развития нашего государства, учитывая международную обстановку и международную политику, должна быть сильная президентская власть. Перераспределение полномочий, оно возможно, но опять же это в деталях. Надо каждую деталь рассматривать отдельно. Но при всем при этом за то, чтобы потихоньку укреплять роль партии. Потому что, опять повторюсь, партия – это важный политический стул, в котором рождаются политики, депутаты, будущие чиновники и так далее. Спасибо за внимание. В целом, вот такая позиция моя и организации.